утро! Всем прекрасного настроя на этот день. На календаре пятница, 15 января. В студии Екатерина Данилова. Доехать до Москвы из Чебоксар на машине будет возможно за 6 часов. Это станет возможным по завершении строительства трассы М12 Москва-Нижний Новгород-Казань. В Чувашии автодорога, которая является еще и частью международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай, по проекту должна пройти через 6 районов республики – Шумерлинский, Вурнарский, Бресинский, Комсомольский, Канашский и Янтиковский. В общей сложности в нашем регионе построят 94 километра трассы. На магистрали не будет так называемых второстепенных примыканий и одноуровневых развязок. Это позволит развивать скорость до 130 км в час в летний период и 110 в зимний. Дорога представляет собой 4 полосы движения с разделительным барьером и полностью освещенным на всем протяжении участка. Данные работы мы планируем закончить в марте 2024 года. Собственники жилья 3 проблемных объектов долевого строительства наконец получили ключи от квартир. С начала прошлого года их вручили дольщикам 2 проблемных объектов – жилого комплекса «Дом для друзей» в Новочебоксарске и жилого комплекса «Альбатрос» в речном порту в Чебоксарах. Недавно разрешение на эксплуатацию выдали еще одному дому на позиции 42 по проспекту Тракторостроителей. Минстрой Чувашии в этом году также продолжит встречи с дольщиками. Очередная пройдет сегодня в Новочебоксарске на Зеленом бульваре 3А. В ней примут участие представители Республиканского фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства, администрации города и прокуратуры Чувашии. Библиотеки республики пополнятся изданиями на чувашском языке. Значительная сумма на обновление книжных фондов муниципальных библиотек, примерно 14 миллионов рублей, выделена из республиканского бюджета. На эти средства дворцы книг приобретут современную и классическую художественную литературу, научно-популярные учебные издания, справочники и словари. Примечательно, что впервые 3,5 миллионов рублей предусмотрены на приобретение книг на чувашском языке. Деньги поступят в распоряжение Национальной библиотеки республики. Как всегда, по пятницам мы показываем в нашем эфире фото и видео народных корреспондентов, которые они успели снять за неделю. Нагрянули сильные морозы, которых в республике не было 5 лет. В связи с этим в интернете запустили флешмоб «Дубак Челлендж». Сотрудники компании ГТРК Чувашия не остались в стороне. Вот что у нас получилось. А в Комсомольском и Алатырском районах Чувашии температура понизилась до минус 45 и 42 градусов. Эти фото поступили к нам в редакцию. Между Ишлеями и Ишаками можно встретить пару лосей. Автор видео предупреждает водителей быть осторожнее на этом участке. Главное – не сбить благородных животных. Это вся информация к этому часу. Всем зрителям я желаю хороших выходных. До встречи в эфире.